Рахмон или Бердымухамедов, Бердымухамедов или Рахмон. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, вправе ли аналитики сравнивать этих двух лидеров. Подписывайтесь на наши обновления, чтобы быть в курсе о всех новинках на нашем канале. Не могу смириться с тем, что на смену одному диктатору пришел другой. Самым страшным и абсурдным диктатором, по мнению многих аналитиков, Он гонщик, наездник, певец, борец. На всех соревнованиях, в которых он участвует, он занимает только первые места. это Гурбангулы Бердымухамедов. Гурбангулы Бердымухамедов с 2007 года возглавляет Туркменистан, в котором действует одна из самых строгих диктатур современности. Он настолько неординарная личность, что может вызвать одновременно слезы и смех. Туркменистан. Бердымухамедов все-таки уникальный человек. Ниязов, конечно, такой хренью не страдал. Насчет Его абсурдность и необъяснимые прихоти пагубно влияют на жизнь граждан его страны. Что такое Таджикистан? Таджикистан это по своему скотству, по своему отношению к людям, по государственному устройству, это почти Туркменистан, ну чуть-чуть попроще. Имамали Рахмона стали сравнивать с правителем Туркменистана и приравнивать его к самым абсурдным диктаторам. Группа людей захватила государство. И самые критерии государства потеряно. Это вот в принципе что и отличает от Туркменистана. Там люди просто как в концлагере даже выехать не имеют никакого права. Адекватно это сравнение двух совершенно разных лидеров? И можно ли Имамали Рахмона вообще назвать диктатором? Вот уже 26 лет под четким руководством Эмомали Рахмона в стране правит диктатура, тирания, обскурантизм, отрицающие права и достоинство человека, законы и конституцию, коррупция и местная клановая дискриминация. И продолжаться это будет, пока в стране не сменится власть. Ведь мы показывали в прошлых видео, как много аналитиков пытается присвоить Рахмону этот статус. По праву ли это? И регионализм не только не будут устранены, но лягут в основу кадровой политики, что коррупция разрастется и станет системным явлением, охватив всю властную вертикаль. Свои ответы пишите нам в комментарии под этим видео. Так как у руля стоит вороватый дедуля, который высасывает деньги из своей страны и объявляет себя лидером наций, основателем мира и национального единства. Наверное, все же Имамали Рахмону очень далеко до Бердымухамедова. По крайней мере, таджики любят своего лидера и поддерживают. Объективно говоря, можно заметить в манере правления президента Таджикистана ноты диктаторства. Но не стоит сразу это осуждать, ведь независимость от формы правления государства – главное, чтобы это не было во вред народу. А судя по тому, как жители Таджикистана поддерживают своего лидера, пока эти методы оправдывают себя. На этом у нас все. Оцените наше видео подпиской и лайком. Также у нас есть специальное предложение для тех, кто заинтересован в продвижении своего товара с помощью рекламы. Мы предлагаем очень выгодные условия и цены. Все подробности будут под видео или в шапке профиля.